Топ-10 влиятельных татар. Ментимер Шаймиев. Ментимер Шарипович встал на пост президента Татарстана в 1991 году и после трижды переизбирался на эту должность. Именно при Шаймиеве была принята декларация о государственном суверенитете Татарской ССР, проведен референдум по вопросу о государственном статусе Татарстана, разработана и принята Конституция Республики. Ментимер Шаймиев был уважаем Борисом Ельциным за поддержку в решении вопроса о национальной розни, Владимиром Путиным, по представлению которого Шаймиев был переизбран президентом Татарстана в 2005 году, и всеми жителями республики. До сих пор они ласково называют первого президента республики Бабаем, что в переводе с татарского означает «дедушка», и с благодарностью вспоминают времена его президентства. Сегодня Ментимер Шарипович занимает почетное место государственного советника Республики Татарстан. Рустам Минниханов. Рустам Нургалиевич прошел долгий путь в политике, прежде чем стал президентом. Госслужба Минниханова началась в 1983 году с должности заместителя председателя правления Сабинского района. В 1996 году он работает уже в правительстве Татарстана. В 2010 году после самоотвода Ментимера Шаймиева с поста президента Республики Татарстан президент Российской Федерации Дмитрий Медведев рекомендует на должность в то время премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова. Республика Татарстан расцвела под руководством Рустама Минниханова. При нем в Казани прошел ряд мировых спортивных мероприятий, таких как Универсиада-2013, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015, Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018. Был построен абсолютно новый город высоких технологий Иннополис. Именно Рустам Нургалиевич активно развивает благоустройство парков и скверов городов республики и финансирует программу «Наш двор». И это, конечно, только малая часть. Сегодня Рустам Нургалиевич продолжает развивать Республику Татарстан, используя все ее ресурсы. Марат Хуснуллин. С 2001 по 2010 годы Хуснуллин занимал должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. В этот период он сумел привлечь в республику федеральные инвестиции, которые позволили освоить территории крупных городов Татарстана в единых градостроительных решениях. Также именно по инициативе Марата Хуснуллина были определены типовые проекты строительства жилья, дорог и объектов социальной сферы. Это все помогло оптимизировать бюджет на данные цели. При участии Хуснуллина в Казани началось и строительство спортивных объектов к Универсиаде 2013. Уже в мае 2010-го в Казани были введены в эксплуатацию 26 спортивных сооружений. После перехода на службу в Москву Марат Шакирзянович продолжил реформирование в столице. При его участии построен 101 километр метрополитена, реализуется программа по реставрации культурного наследия «Рубль за метр», ведется разработка генерального плана развития Москвы до 2035 года и многое другое. Эльвира Набиуллина. Эльвира Сахибзадовна родилась в татарской рабочей семье. Она с отличием окончила общеобразовательную школу, а позже и экономический факультет МГУ имени Ломоносова. Первой ступенью ее карьерной лестницы стала должность главного специалиста дирекции Постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы в 1991 году. Так, через Министерство экономики, Минэкономразвития России и Центра стратегических разработок, а также работу в некоторых коммерческих структурах, Набиуллина пришла к должности председателя Центрального банка Российской Федерации. Сегодня Эльвира Набиуллина является единственной представительницей России в ежегодном рейтинге Forbes 100 самых влиятельных женщин мира, опубликованном 8 декабря 2020 года. Ирик Файзуллин. В 1985 году Ирик Анварович окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и начал карьеру с работы по профессии. После должностей инженер и главный инженер в 1993-м он становится председателем правления АО «Татстройпроект», а вскоре и заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. За его спиной сокращение порядка 3000 обязательных требований в строительстве, отказ от необходимости обращения в Минстрой при утверждении противопожарных спецтехусловий и предоставление строителям возможности электронной подачи документов при разработке СТУ.
Ирик Анварович продолжает активно участвовать в совершенствовании системы уже на посту министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Равиль Гайнутдин. В самом начале карьеры Равиль Исмагилович работал ассистентом режиссера на казанском телевидении, но уже в 20 лет он поступил в медресе «Мир Араб» в Бухаре, в Узбекистане, и после окончания стал первым имам-хатыбом второй Казанской соборной мечети «Нур-Ислам». При нем прошла масштабная реконструкция Московской соборной мечети на проспекте Мира в Москве, на открытие которой приезжали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. Равиль Гайнутдин является бесспорным популяризатором ислама по всей стране, а также влиятельным представителем мусульман всей России. Наиль Маганов. Наиль Маганов окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности технологии комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений. Еще во время обучения работал оператором по исследованию скважин ПО «Татнефть». Позже он сменил несколько должностей на предприятии, от технолога до начальника цеха. Так, к ноябрю 2013-го Наиль Ульфатович становится генеральным директором ОАО «Татнефть». Династия Магановых, начиная с отца Наиля Ульфата, оказала большое влияние на нефтяную промышленность Татарстана. Сегодня же Наиль занимает несколько важных должностей, среди которых член Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, президент хоккейного клуба «Акбарс» и Федерации хоккея Республики Татарстан. Также Наиль Маганов входит в состав оргкомитета чемпионата WorldSkills 2019 в Казани и является одним из учредителей Федерации кикусин Будо-карате Республики Татарстан. Ильдар Гильмутдинов. Ильдар Ирикович окончил физико-математический факультет Казанского государственного педагогического института по специальности «Учитель физики». Однако жизнь повела его совсем по другому пути. После службы в армии Гильмутдинов стал вторым секретарем Камско-Устинского райкома ВЛКСМ и первым секретарем Актанышского района ВЛКСМ. По этому случаю в 1989-м он окончил очно-заочное отделение Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ «Москва» по специальности политолог и остался в политике. Сегодня Ильдар Ирикович входит в состав Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации и является главным политическим лоббистом интересов Татарстана и татар в Москве. Гузель Яхина. Гузель Яхина родилась в Казани и окончила Казанский государственный педагогический институт. С 1999 года живет в Москве, долгое время работает в рекламе, маркетинге и пиар и оканчивает сценарный факультет Московской школы кино. Параллельно Гузель начинает публиковать дебютные главы романа «Зулейха открывает глаза» в журнале «Сибирские огни» и пытается самостоятельно найти издательство, которое опубликовало бы книгу целиком. После неудачных попыток Яхина обращается в литературное агентство, которое помогает ей в этом деле. Роман принес писательнице большую известность. Уже в 2015 году Гузель Яхина стала лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». По данным на апрель 2018 года, роман был издан на 20 языках, как и вся проза писательницы переведена более чем на 20 языков мира. Муслима Латыпова. Муслима Хабриевна с ранних лет была связана с торговлей и общепитом. Сначала она работала продавцом и директором столовой, а в 1994-м открыла первый магазин «Бехетле». Сегодня это одна из популярнейших сетей супермаркетов в Татарстане. Главная изюминка Бехетле – это собственная татарская кулинария, которая составляет 40% всего ассортимента магазина. Сегодня супермаркеты Бехетле открыты в 7 городах – Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Иннополис, Москва, Барнаул, Новосибирск. Торгово-производственная компания «Бехетле» признана одним из лучших предприятий республики, что подтверждают многочисленные почетные грамоты президента Республики Татарстан, Казанского городского совета народных депутатов и Министерства торговли Татарстана. Муслима Хабриевна Латыпова – успешный руководитель, замечательная хозяйка, заботливая мама и бабушка, обладатель множества званий и наград.